День здоровой мамы предложила организовывать уфимка Наталья Агеева на форуме «Сильные идеи для нового времени». И эту идею поддержал Владимир Путин. В чем ее смысл? Давайте поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте. Я, конечно, представляю Наталью Агееву, которая сегодня вырвалась у нас из своего декретного отпуска, чтобы поделиться своей идеей. Наталья. Да, добрый день. Действительно, идея пришла ко мне, исходя из личной истории, потому что я мама первенца, у меня малышу в феврале вот недавно исполнился 1 годик, и когда он еще был маленький, ему было полгодика, мне потребовалась помощь специалистов, ну, то есть медиков, почему у меня есть определенные вопросы по здоровью. И когда я поняла, что попасть сейчас к тому или иному врачу, а в тот момент мне требовался эндокринолог, без какой-то помощи со стороны было просто нереально. У нас бабушек и дедушек рядом нету, мои родители живут в городе Белорецке, у супруга тоже родители не рядом, поэтому вот я оказалась в такой непонятной ситуации. То есть как получить помощь, когда у тебя нет на это возможности. Вот. И тогда пришлось вызывать маму, пока я ходила на анализы, ходила непосредственно как бы по врачам, она гуляла с коляской вокруг поликлиники, благо это было лето. И в тот момент я задумалась, но ведь я же такая не одна, есть еще там девчонки, какие-то молодые, какие-то же женщины в возрасте, у которых тоже нет возможности, чтобы им помогли близкие люди, например, да, и которые тоже хотят получить какую-то поддержку в плане медицинского сопровождения, потому что, ну, будучи мамой, ты понимаешь, что у тебя вообще, то есть сначала у тебя заболела спина, что с ней делать, потом у тебя заболели суставы, у меня, например, минус по зрению, я бы тоже хотела знать, что у меня со зрением произошло за этот год, но, к сожалению, вот такой вот, то есть ты выбираешь или ты, или ребенок в этот момент. Ну, выбор очевиден, потому что в первый год, когда у тебя только малыш появился, тут ни о каком выборе речи быть не может. И, соответственно, получилась у меня такая, как сказать, идея, что ли, чтобы был какой-то, я не знаю, там, проект, был какая-то вот федеральная программа, как мы и предлагали о том, чтобы должна быть медицинская и психологическая по возможности сопровождения молодой мамы именно в первый год жизни ребенка, когда у тебя нет возможности постоянно отвлекаться, постоянно от своих вот этих постоянных обязанностей. И смысл идеи в том, чтобы в режиме одного окна, то есть в один день или там несколько часов приходить там, в поликлинику, в какое-то медицинское учреждение, соответственно, и получать помощь необходимых специалистов. Моя идея была поддержана организаторами, это агентство стратегических инициатив. Как, собственно, попала эта идея к ним, к организаторам, ко мне пришла рассылка с портала госуслуг о том, что есть такая крауд-платформа «Сильные идеи для нового времени». И там идет сбор предложений и идей, которые могут изменить жизнь россиян к лучшему. Я поняла, что это мой шанс, потому что эта идея, то есть это животрепещущая такая была у меня проблема. Я поняла, что я хочу ее где-то озвучить, чтобы поняли, что есть такая проблема, ее как-то нужно решать. Я оставила эту нашла один вечер, это был 31 января, крайний день подачи заявок, в 12 часов ночи, я когда уже ложила ребенка, сидела и структурировала свои там мысли, там, соответственно, в чем проблема, как решить, какой результат будет. И после этого со мной через какое-то время связались организаторы, сказали, что идея классная, но давайте мы с вами поработаем. И, соответственно, вот вышло сначала предложение о том, что это сделать в формате федеральной программы, уже непосредственно для всей России. И когда я уже выступила перед Владимиром Владимировичем, он говорит о том, что давайте это попробуем сделать в формате Дня здоровой мамы. Очень сильно надеемся, что эта идея действительно воплотится в жизнь и будет полезной не только для меня, но и для многих других девчонок или же там взрослых уже женщин, кто сталкивается с проблемой того, что хотят получить медицинскую помощь, но не могут, к сожалению, из-за того, что на руках маленький ребенок. Видимо, вас эта тема очень сильно взволновала, потому что вы не только подумали, но еще и дошли до действия, да, и вы говорите о том, когда вы подавали заявку, вы уже представляли о том, какая это проблема, в чем эта проблема, и самое главное, вы давали ее решение. Какое решение? Ну, как я уже сказала, то есть я первоначально думала, что это будет какой-то проект. Возможно, он будет реализован в рамках именно нашей республики как пилотный. Вот. Это было мое первое предложение. И потом уже, как бы доработав эту идею с экспертами из агентства стратегических инициатив, мы пришли к выводу, что это нужно, так сказать, распространить на всю Россию, потому что же не только у нас есть молодые мамы с маленькими детьми на руках,
Вот, и это все обозначить в рамках федеральной программы, то есть специального документа уже в системе здравоохранения, который будет уже четко понимать, как бы, что, куда и как. Вот. И уже, когда, я еще раз говорю, переговорили с Владимиром Владимировичем, когда я ему передала свое предложение, вот был формат Дня здоровой мамы. Ожидали вообще обратную связь? Честно говоря, нет. Вот до такой крауд-платформа, на которую я подала заявку, да, «Сильные идеи для нового времени», она предполагает сначала формирование, там, насколько я понимаю, в этом году прям очень десятки тысяч идей было подано со всей России. Да, и Республика Башкортостан в этом плане лидер. Да, совершенно верно. И там, соответственно, формируется топ-1000 сначала, потом из этой топ-1000 выбирается топ-100, и из топ-100 выбирается топ-10. И когда я поняла, что у меня, когда со мной связались организаторы, и о том, что я в топ-10, это, конечно, было для меня большой шок, потому что я просто сформулировала проблему, свою боль, можно сказать, просто предложила решение, и оно попало, сказать, в десяточку. Это было, на самом деле, для меня очень неожиданно и очень, очень волнительно. Особенно, когда я уже излагала свою, так сказать, идею президенту, ну, сами понимаете, там было очень ответственно, очень ответственно. Наталья, вы получили обратную связь, получается, и от представителей власти, но когда увидели ваш проект, именно и другие услышали о нем, рассказали СМИ, о нем стало известно, вот от обычных людей, от таких же мам, получили обратную связь? Да, на самом деле мне и коллеги, много кто из коллег скидывал свои, так сказать, о том, что идея классная, мы поддерживаем. Есть действительно мамы там уже с 2 и с 3 детьми, которые тоже говорят о том, что это было бы классно, и почему это не сделали раньше, не догадались раньше, когда у нас были первые дети, да, когда мы столкнулись с этой проблемой. Вот, совершенно незнакомые для меня люди говорили о том, что это действительно классный проект. Есть определенные нюансы, которые хотелось бы предусмотреть в реализации, именно в конечном, так сказать, продукте для потребителя, то есть для молодых мам. Но я очень надеюсь, что мы будем работать вместе с командой из Агентства стратегических инициатив по реализации, да, совместно с дальнейшими исполнителями, и максимально делать это все полезным, комфортным и нужным, главное, для наших мам. Ну и меня в том числе, потому что у меня первый год ребенок, да, но дальше-то я тоже смогу получать медицинскую помощь, чтобы быть, так сказать, во внимании именно системы здравоохранения. Ну вот знаете, большинство из нас увидели, да, именно как вы вошли в топ-10, о том, что эта идея есть, что она услышана. Но вот дальше продолжилась ли сейчас работа или она планируется? Какие далее шаги после того, как Владимир Путин поддержал эту идею? Сейчас, опять же, мы будем взаимодействовать с командой Агентства стратегических инициатив. Будем ожидать от них обратную связь, потому что, соответственно, эта идея она доведена до президента, далее уже будут непосредственно приняты необходимые документы и даны поручения, и мы ждем итогов этого обсуждения уже, так сказать, в высоких кабинетах и готовы присоединиться к реализации этого на любых, так сказать, этапах. И я сама, и непосредственно команда ОСИ, я думаю, что у нас все получится. И, кстати, мамы, которые мне пишут, они готовы давать обратную связь и готовы подключаться, какие-то свои рекомендации, просьбы, пожелания. Это все, я думаю, что мы обработаем, и получится очень... Я очень сильно надеюсь, что будет полезно и здорово. Так у вас, получается, уже есть команда, молодые мамы, вы сама, несмотря на то, что есть годовалый малыш, все равно готовы действовать? Обязательно, конечно, готовы действовать. И, кстати, вот на днях тоже, буквально вчера, получила обратную связь от перинатальных специалистов, которые оказывают поддержку беременным женщинам до родов, соответственно, и уже мамам после того, как у них получился малыш. Они тоже готовы формировать и свои предложения, и свои какие-то, свои опасения оказывать и передавать это. Я не знаю, готова стать центром, так сказать, этих предложений, чтобы потом уже доводить это все до тех людей, которые непосредственно будут заниматься исполнением и реализацией этой моей инициативы и идеи. Знаете, обычно бывает, что в первый год жизни у молодых мам, особенно если это первенец, именно ритм жизни, режим меняется на 180 градусов от
у вас сейчас хватит ли энергии для того, чтобы реализовывать эту идею? Или наоборот, ее реализация подхлестнет и воодушевит вас? На самом деле, у меня была очень активная жизнь до родов, до того момента, когда у меня появился малыш. Я постоянно везде ездила на различные волонтерские проекты, у меня были очень много интересных рабочих поездок, да, а сейчас материнство поставило мою жизнь, так сказать, на какой-то паузу. И я, на самом деле, очень сильно из-за этого переживала, потому что вернуться в мою активную жизнь до родов я вообще не представляла, как это будет возможно. А очень хочется, потому что, ну, хочется вырваться из вот из этой рутины, и чтобы как-то и себя проявить, и себя показать, и на людей посмотреть, вот. И эта инициатива, она стала, наверное, таким очень, очень классным и очень сильным глотком свежего воздуха, который, кстати, меня очень сильно поддерживает в моей семье. Спасибо моему супругу большое за то, что он согласился полететь со мной в Москву на презентацию этой идеи. И пока я была на связи с Владимиром Владимировичем и с другими участниками, он сидел с малышом в это время и, так сказать, держал за меня кулаки, смотрели трансляцию. Вот. И поэтому я считаю, что энергии стало еще больше, и я уверена, что я готова включаться прям по максимуму, и мой ребенок, наверное, в будущем увидит, насколько, ну, то есть активны его родители в плане именно социальной жизни. Я думаю, что он не останется в стороне, это самое главное. Наталья, спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о своем проекте. Мы будем, в свою очередь, помогать вам, наверное, информационной поддержкой для того, чтобы он действительно реализовался, потому что мы тоже понимаем, насколько это важно поддержать молодых мам. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.